Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем нашу Сома. Мы остановились на том, что мы приехали на станцию Тета. И нам надо здесь найти ковчег, на котором мы отправимся в рай, так сказать. Так, что это? Включено? Меня все слышат? Говорите, Стром. Внимание всему персоналу. Проект «Ковчег» вызвал в последние месяцы немало разногласий. Я не стану делать вид, будто понимаю, что там нес Саранг, и с какой стати ради ему надо было убивать себя ради непрерывности. Послушайте, Бога ради, черта ради, да чего угодно ради, не убивайте себя. Здесь и так сейчас плохо, не надо заставлять друзей за вами кровь вытирать. А вы покойтесь миром. Хорошо? Отлично, сэр. Так, все представления окончены. За работу. Тут не помечают букву Ё, и непонятно, это Е, Ё. Так. Опа. Это все, да? Спасибо, Кэтрин. Стоп. Я уже тут? Эй, кто это? Марк? Нет, мы не знакомы. Это ковчег? Думаю, мы в безопасности. О, а я беспокоилась, что что-то не так пошло. Как вас зовут? Робин Басс. Наладчик со станции Тета. Приятно познакомиться. Как вы сюда попали? Меня просканировали, как и остальных, а потом я себя убила. По крайней мере, я так думаю. Сама не помню. А как так получается? Вы попадаете в ковчег после смерти? Ого, да вы явно не с Теты. Сейчас угадаю. Омикрон? Я сомневалась, что Кэтрин сможет вас просканировать. Вам повезло, на Тете об этом много говорили. Смысл в том, что когда вас активируют в ковчеге, вас фактически становится двое, так? Один человек и один компьютерный образ. Вы не хотите, чтобы вас пережила ваша копия, вы сами хотите выжить в ковчеге. Если ваш человеческий облик умрет перед началом сканирования или вскоре после него, вы продолжите жить в ковчеге. Потрясающе, да? Ну, такое себе, если честно. Это Кэтрин вам предложила себя убивать? Кэтрин Чун? Нет. Вы не понимаете. Она просто сканировала нас, помещала образы в ковчег. Надеюсь, я скоро смогу с ней встретиться, извиниться. Ей всегда доставалось от строймира, когда кто-нибудь убивал себя. А где все? Я думала, тут будет человек 40-50. Я не знаю. Если увижу, кого скажу вам. Они все... Робин. Я не знаю, как вам сказать, что. Это... Да? Это здорово, правда? Я про ковчег. Да, здорово. Кэтрин и ее команда молодцы, они всех нас спасли. До встречи. Хорошо. Я пойду. Если кого найдете, скажите. Вы в порядке? Думаю, да. Все нормально. Так, ну все вроде бы. Ну, зачем это делать, а? Это же нам не надо. Мы что, пришли всех убивать, что ли? Нет, я не буду ее убивать. Нам это не надо. Сейчас разберусь. Так. Опа. Опа. Так. И вот так.
Вот это двери, я понимаю. Жесть. Так. Вода уходит. Ух, пока что непонятно. Я пока что тоже так себе, что понимаю. Вау. Какая красота. Эй, есть тут кто? Прогрузки какие-то. Что ж, Кэтрин, мы нашли-то эту. Да-да-да. Так, это что? Это ничто. Тут что? Не знаю, можно ли так делать. Так, я вижу. Ага, все. О, смотрите, какой. Ничего себе. Мне бы такой. Мы здесь? Мы здесь. Отлично, пора угнать субмарину, как только сядем в Данбет. Нас не остановить. У вас тут много разных машин и механизмов, а этот чем такой особенный? Этот единственный транспорт, который может погрузиться в бездну и не смяться. Если он такой один, как вообще ковчег оказался в бездне? Хороший вопрос. Видимо, они пошли сложным путем, пешком. Не думал, что так можно. Кэт, каково находиться в ковчеге? Это как кино «Виртуальная реальность»? Нет, конечно же, это, как настоящая жизнь, только немножко лучше. Приятная температура, чистый воздух, хорошая погода. И что все в ковчеге ходят, делают вид, что они в реальном мире? А делать ведь и не надо, там полное погружение. И он сам поддерживается, да? Если прикрепить к зонду с солнечными панелями, можно жить 1000 лет. Потрясающе. Подумай только, всей Земле конец, а мы теперь идем, чтобы спасти остатки человечества. Это подвиг? Как минимум достойное дело. Вот и он, Данбет. Ох, черт, так и знала, не может быть все так хорошо. Что такое? Он на карантине. Минуту. Нам нужен код доступа. Очень все плохо. Ну, как сказать, на бумажках мы их не пишем. Может, тут кто-нибудь есть, он нам скажет? Ну да, будем надеяться. Я открою вам другие двери, чтобы вы могли осмотреть станцию. Надо найти кого-нибудь, кто знает код, и только там мы сможем запустить Данбет. Ну, понятно. Окей, пойдем искать код. Такой. Очень огромное место. Так, а там вроде закрыто, да? Ну, давайте пойдем проверим. А, нет, вот. Открыла. Так, сначала давайте сюда сходим, может, здесь что-нибудь есть. Вау. Очень-очень интересно. Какие-то лабиринты. Я надеюсь, здесь не надо будет бегать от кого-нибудь. Что случилось со всеми людьми? Здесь все так заброшено. Ничего не понятно. Ясно же, что выживать лучше всего на Тетте. Так, знакомая штуковина. Опа, что это?
Здесь я делала сканирование, и все другие, наверное, тоже. Вы не помните? Я сканировала первой. Надо было проверить сканер, прежде чем раздавать обещание. Идет проверка источника. Так, что у нас тут? Код ошибки. Невозможно подключить к серверу. Перезагрузите маршрутизатор. Он находится в хранилище под этажа. Или свяжитесь со службой техобслуживания. Кэтрин не может это перезагрузить. Здравствуйте. Ответьте. Нужна помощь в лаборатории. Комната сканирования. Что случилось? Конрад убил себя после сканирования. Боже мой, как? Мазером, что теперь делать? Я должен сказать Стромьеру. Нет, пожалуйста. Я почти закончила. Стромьер закроет проект Ковчег, и они виноваты, что люди убивают себя. Кэтрин, что вы предлагаете? Вы же не будете тайком выносить из лаборатории тело в 120 кило? Ну да. Кэтрин, вы в порядке? Совсем нет. И, как всегда, Саймон ничего не скажет Кэтрин по этому поводу, да? А, понятно. Что? Проверьте терминал, я хочу убедиться. Ой, зачем мы это стираем? Я даже ничего не прочитала, просто стерла. Сжатые данные, нейропрограмма. А, тут. А, здесь люди, что ли? Мунши. Ну, давайте. Да, Давид Мунши. Как это? Что это? Кэт, что это? Откуда у вас мой файл? Вы один из шаблонов доктора Мунши, устаревший образ. Саймон Джаред. О, дата смерти. Место рождения. О, походу, это вот был тот день, когда нас просканировали, и мы оказались потом здесь. Так, вот и все. Ух, весело было. Это хорошо. Проект еще в разработке, так что так много было огней. А что теперь? Мы с Полом будем запускать тесты. Нужна примерно неделя, а потом волнующая новость. Жду не дождусь, когда вернусь в мир живых. Чего? Мы все подготовили, все законно. Поручились доктор Пик и профессор Бэй. А, отличные новости. Лекарства практически те же. Будете принимать испарин по утрам. И, в общем, все. Пол разработал диету, там разные варианты. Попробовать может продолжать физиотерапию еще раз 2 дня, дополнительные кардиотренировки. А, не все так просто. Не волнуйтесь, тут нет сложностей. Мы будем вас осматривать раз в неделю, если что, сможем изменить план. Последняя запись. Первая модель была надежная, должна была сработать. Это не ваша вина, Дэвид. Как бы я хотела, чтобы все вышло иначе. Да, и я тоже. Я же должен был вас спасти. Но зато вы мой мозг записали, может пригодиться вам еще. Не исключено, а вы не возражаете, если я в своей работе использую? Конечно, это же, можно сказать, часть меня сохранится как донорский орган. Знаете, что хуже всего в смерти? Что? Авария. Все, что было потом. Травма мозга. Вы все вот это... Я даже жить насыщеннее стал. Начал думать о том, о чем раньше было недосуг. Я никогда еще так не ценил жизнь. Напрасные надежды. Вау. То есть он уже умер, и его просто просканировали, и все? Все.
Он мертв, Кэт. Настоящий Саймон мертв. А я копия образа, созданного Моншей, и считаю себя Саймоном. Чего вы ожидали? Не знаю, чего я ожидал. Объяснения, может, извинения. Ну, простите. Не от вас. Что ж, спасибо. Я удалил файл, так что, надеюсь, больше Саймонов в этом жутком месте не будет. Вы готовы идти дальше? Да. Пойдемте. О, жесть. Как печально. Оказаться всего лишь копией. А оригинал уже давным-давно умер. О. Добро пожаловать в мою квартиру. Когда я начала проект «Ковчег», я тут практически жила. Уютно. Так. Что это? Ух ты, что взяла? Так, все везде ошибка. Понятненько. Так, здесь, наверное, тоже ошибка, да? Угу. Ой. Ладно. Так. Ну, не хочется вставлять. А вот. Надо исправить подключение к мейнфрейму. А, ой. Не работает. Так. И здесь я собиралась хранить образы для ковчега. Они похожи на мой устаревший образ. Нет, ваш более плоский, если можно так сказать, менее динамичный. Спасибо. Прямо гора с плеч. Так, здесь ничего. Сломан. Поломан. Может, здесь все-таки? Ой. А, нормально есть. А, во, вижу. Целый чип памяти. Если повезет, извлечем из него код доступа. Что такое? Что такое? Кто дышит? Саймон, в последнем отчете персонала упоминается борьба с неким подручным. Подручный, которого мы убили, был слеп, как и Акерс, но он слушает. Осторожно, у лазарета мы заметили еще двоих. На что они похожи? Точно не знаю, наверное, отчасти на людей, раз на расстоянии их принимают за работников. Высокие, темные, без лица, кажется, примерно так они выглядят. Буду начеку. О, нет. Здесь кто-то еще есть. Мой устаревший образ, который был на компьютере, для чего вы его использовали? Это шаблон, в основе которого уже есть некий интеллект. Так что для того, чтобы построить им, не нужно изобретать заново всю модель, а можно сосредоточиться на конкретном применении ИИ. А все ИИ осознают себя. Они все считают себя Саймоном. Что? Нет, Саймон, не волнуйтесь. Если думаете, что мы просто помещаем людей в роботов и машины и выпускаем на волю, нет, это было бы очень жестоко. Все не так, по крайней мере, раньше было. Полностью разумные машины, считающие себя людьми, это определенно новинка. Но для Ковчега вы сохранили им разум. Да, им практически пришлось изобретать.
Значит, вы не боитесь, что тут есть другие Саймоны или Кэтрин? Вовсе нет, Саймон. Но в самом деле, некоторые мысли лучше и не озвучивать. Для чего эта комната? Просто так? Эх. Ладно. Вау. О, боже мой. Но мы все равно все умрем. Я пойду ва-банк, поставлю на саранга и непрерывность. Котейка. Опа. Что там? А, чайка. А! Что такое? О, боже мой. Так. Марк Саранг. О, боже мой, это что? Непонятно пока ничего. Угу. Дорогие друзья, когда вы будете читать это, я уже буду полностью внутри ковчега. Как я уже объяснял, для этого нужно всего лишь завершить свою жизнь по окончании сканирования. Чтобы не пугать Кэтрин, я сделаю это тайно, завернув цианид в жвачку и положив ее в рот перед сканированием. Когда она объявит о завершении, я укушу жвачку, тем самым мгновенно вызвав смерть. Когда вы узнаете правду, сокрытую за моей смертью, то поймете, что в этом нет трагедии, ибо я одержал победу. Я советую всем вам сделать то же самое и встретиться со мной в ковчеге. Искренне ваш Марк Саранг. Только вот непонятно, вот, например, эта копия, да. Интересно, что подумал бы настоящий Саймон, если бы знал обо мне? О чем вы? Вы же знаете о себе. Я имею в виду реальный Саймон, человек. Судя по вашей реакции, он был бы очень расстроен. Вы знали, что в человеческом теле до 75 триллионов отдельных клеток? Обычно они не остаются с нами до самой смерти, а живут от нескольких дней до нескольких лет. Их жизнь коротка, но на нас это не влияет. В нас умирающие клетки заменяются новыми. Вряд ли кто-то скажет, что это лишает нас личности, а ведь мы находимся в процессе постоянного изменения. Кажется, как же мы остаемся сами собой? Непрерывный поток мыслей и восприятия сохраняет единую цепь нашего восприятия. Наш разум не слепок с мозга, а продолжительная непрерывная сущность, основанная на этом слепке. Населяя ковчег, доктор Чун фиксирует момент нашего существования и помещает его в цифровой мир. Скоро вы и ваши цифровые копии будете существовать раздельно из-за того, что ваши пути разойдутся, но на крошечный промежуток времени вы станете одинаковы. Если сохранить непрерывность, новая жизнь станет полноценной, ничуть не менее реальной, чем та, из которой она создана. Помните, вы — это не ваше тело. Вы — независимая сущность. Просто так случилось, что эта сущность находится в двух местах сразу.
Если вы устраните свое тело, то останетесь в единственном верном для себя воплощении в мире внутри ковчега. Пусть ваше тело умрет, а вы будете жить в цифровом раю среди звезд. Ну, не знаю, это же будет моя копия, а не я сама. Ну, это тупо, мне кажется. Карфаген, 7 марта 2102 год. Марк Саранг, аналитик интеллектуальных систем, Тета, Патас-2. Мистер Саранг, руководство компании очень рада тому, что вам удалось распространить НИО и по всей станции. Мы полагаем, что вы понимаете, какая уникальная возможность вам выпала, и что вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы полностью проанализировать и исследовать эту загадку. Для этого вам надо обеспечить доктору Йохану Россу возможность управлять НИО со станции Альфа и изучить его, другими словами, защитить его от персонала станции. В чрезвычайной ситуации вы можете отправить Джулию Даль со станции Омикрон для силового решения проблемы, но постарайтесь по возможности избегать крайних мер. НИО очень важный и дорогостоящий проект, и мы надеемся на его благоприятное развитие. Наблюдательный совет. Так. Природа идентичности Павлина Мартину. Кто мы? Что значит быть человеком? Наши тела и окружающая нас среда, настоящие ли это мы или всего лишь наша тюрьма? Трудно получить ответы на эти вопросы, не ударяясь в цинизм скептиков или мистицизм романтиков. В этой книге Павлина Мартину, профессор философии Карлова университета в Праге, представляет вам историю великих мыслителей и их рассуждения о человеческой идентичности. Ну, как-то, не знаю. Да. Черт возьми, где же они все? Если это не вариант, то, наверное, на лямбду или омикрон. На лямбду мы уже видели, так что, пожалуй, омикрон. Эй, это моя комната. Хотите, я возьму что-нибудь на память? Нет, это просто воспоминания. Красивый веер. Спасибо, напоминает мне о Тайбэе. Я очень сомневаюсь, что вы найдете здесь что-то полезное. Имоджин Рид испытала сегодня эту машину. Видно, что над ней поработала НИО. Что более важно, машина была собрана достаточно примитивно, будто ее создатель хотел, чтобы НИО смогло ее воссоздать. При активации машина проанализировала комнату и саму Рид. При этом Рид была просканирована и загружена в виде симуляции прямо в цифровом пространстве. Это зрелище шокировало Рид, и симуляцию пришлось прекратить. Меня аж напугало то, насколько сильно эта машина похожа на мою собственную вирт-капсулу. После изучения той машины, которую испытывала Рид, я назвала ее Виварий. Стало ясно, что НИО скопировала схему моей капсулы, чтобы создать окружение, в котором удерживается симуляция Рид. У наших проектов много общего, но есть одно различие. В моей капсуле обитают моментальные образы, собранные нейрографом, а мозговой образ в Виварии живет и развивается. Он не ограничен тем содержанием, которое было получено при сканировании мозга Рид. Образ Рид в Виварии — ее идеальная копия. Да, я смогу спасти человечество, я смогу построить капсулу искусственной реальности, в которой поместятся все жители Патоса-2. Я не поняла до конца, как работает Виварий, но я могу скопировать технику сканирования НИО с помощью кресел пилотов. Они уже подготовлены и оснащены подходящими электромагнитными барабанами. Все казалось проще, чем я думала, ведь кресла пилотов созданы с учетом дифракции и могут выдержать поток энергии, необходимый для захвата сканов. Подозреваю, НИО уже давно использовала их, чтобы тайком сканировать нас. Тогда понятно, откуда взялись пересмешники. Видимо, НИО тайком просканировала людей, работавших на креслах пилотов, и взяла их сканы за основу машинного интеллекта для роботов. После того, как команда ознакомилась с проектом, на удивление, они отнеслись к нему очень положительно. Мы официально начали собирать ковчег. Нам нужно будет просканировать всех оставшихся людей и загрузить их сканы в капсулу,
капсулу, а потом мы запустим их в космос из космической пушки. Приятно думать, что человечество продолжит свое существование вот так. Марк Саранг убил себя после сканирования. Он говорил, что так следует поступать всем нам, что это каким-то образом поможет нам попасть в ковчег по-настоящему. Не уверена, что это сработает. Пошли пересуды, и теперь в его смерти все почему-то винят меня. Стромьер мной недоволен. Надеюсь, все утрясется. Ричард дал мне набор ИИ шаблонов, которые я никогда не видела раньше. Попробовал установить один из них, чтобы у капсульной Кэтрин и ее банды устаревших сканов появились новые друзья. Новый способ симуляции турбулентности заметно улучшил погодную систему. Воспроизвела там Рид, получилось плохо. Попробую с Рид заново. Рид плохо сочетается с остальными, она слишком реальная. Да. Ну, не знаю, конечно, это не очень хорошее решение сохранить человечество. Потому что это уже будем не мы настоящие. У вас много игрушек. Ух ты. Гантельки. Че, взять не можешь, что ли? Она еще и спортом занималась. Ух ты. У вас Мишка сломался? Фобия всегда ломается, голова перевешивает, он постоянно глючит. Ой, ужас. Какая ужасная мелодия. Гай Конрад. Блин, предыдущих надо было тоже читать. Что это? Я уж боялась, мы никого не найдем. Может, они все помогали с ковчегом? Несли его на Тау, так много людей не нужно, но тоже вариант. Ничего интересного. Если бы, ладно, оригинал бы отправлялся на этот ковчег. Но отправляется твоя копия. Мне это не очень так уж интересно. А свой оригинал ты просто убиваешь. Игра не оставляет тебя без скримеров. Эй, что вы делаете? Я знаю, что это выглядит не очень красиво, но так я чувствую себя лучше, проще сосредоточиться. То есть, ну вы же подключаетесь к Нио. Так надо, понимаете, иначе я бы сюда не добрался. Пойдемте дальше. Так, мы вот здесь не были, кстати. Наверное, нам надо здесь перезагрузить маршрутизатор. Там звуки какие-то не очень. Это нормально? Саймон? Может, ты что-нибудь скажешь? Так, тупик.
Лучше, наверное, закрывать за собой дверь. Не дай бог. О, боже мой. Саймон, почему ты молчишь? Ты разве не видишь это? Все-таки нам надо идти, наверное, туда, где там кто-то орал, кричал. Ой, господи. Ёлки-палки. А где он? Мне бы хотя бы видеть, где он. О. Надеюсь, их тут не несколько, а только он один. Будем прятаться. Почему перезагрузка в таком месте? Блокировка по времени стекает через... Чтобы подтвердить перезагрузку, переключите рубильник. Может, уже включен, сервер работает. Мы это сделали. Бежим, 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 бежим. И без потерь. Давай, давай, Саймон. Дверь мы ему закрыли, так что он к нам не попадет, надеюсь. Отлично, Саймон. Только бы сработало. Что-то там я не успела прочитать. Закрыть дверь надо. Так, куда надо? Сюда, да? Все, за собой дверь закрываем. Прям как в SCP. Давайте загрузим этот чип. Так. Там должен быть список персонала. Посмотрите, где может знать, кто может знать код доступа. Ой. Нет, не получится. Нужен кто-то из группы охраны Тетты. А, все так. Значит, она нет. Охрана Тетта. Беженный со станции Дельта убился во время непрерывности. Тетта. Так, ну тут непонятно. Давайте, короче, всех проверять подряд. Тоже не подойдет. Ищите охранников Кронштадта или Стромьера. Охранник, как тут я пойму-то? Блин, я забыла. Кто он был-то? Может, Страстки? Питер.
Нет, это вряд ли. Строймер привлек людей с эвакуируемой станции. Они тоже должны знать код. Попробуйте найти их. Ван Брэндон, Бас Робин. Может, Бас Робин? Она, кстати, там вроде лежала. Попробуйте все-таки читать, что написано, а потом выбирайте. Блин, да тут я не пойму. Сжатые данные, на-на-на. Тут непонятно. Мы так похожи, уверен, на других обстоятельствах, мы были бы лучшими друзьями. Ну и что это мне дает? Типа надо было запомнить, что ли? Она уже сердится. Волчий Хизер. Так, Костер Элис. Да блин. Так, этого я смотрела. Смотрела. А вот, Ван Брэндон, наверное. Многообещающе. Я загружу его и запущу симулятор. А что мы будем делать? Мы поговорим с мистером Ваном. Используйте компьютер, чтобы включить симуляцию. Лыжная база. Не так все и плохо. Стромеры, только зря напугал, сволочь. Что? Что это? Где я? Вдохните поглубже, мистер Ван, все хорошо. Доктор Чу? Куда меня запихали? Мне нужна помощь. Нужен новый код доступа. Зачем вы так поступаете? Это какая-то уловка? Ничего я вам не скажу. Пожалуйста, нам очень нужен код. Нет, вы врете. Это ложь. Посмотрите сюда. Это же ужас. Чун, заберите меня отсюда, или я вам повышена предельная нагрузка. Мы его, получается, оживили? Это ведь идеальный образ прямо для ковчега, самое то. А потом мы его отключили. Снова лишили жизни. Я думала, что все получится. Может, можно еще попробовать? Может, ничего? Не так все и плохо. То же самое говорит. Что? Что случилось? Куда все делись? Мистер Ван? Чун? Что случилось? Я ничего не вижу. Тут ничего нет. Не беспокойтесь. Нет, это ложь. Вы врете. Мистер Ван, прошу, успокойтесь. Зачем вы так со мной поступаете? Я вам верил. Блин. А отключать его надо? Нельзя оставаться живым, пока не получили код. Чем дольше он будет под воздействием компьютерной модели, ну и дали бы ему привыкнуть, что такого. Он тогда сошел бы с ума, так что лучше включать ненадолго, свести страдания к минимуму. Пляж. Опять то же самое все говорит. Не бойтесь, мистер Ван. Где это я? Слушайте, мне очень нужна ваша помощь. Мне нужен новый код доступа. Я слышу у вас голос, но тут никого нет. Тут нет никого. Тут пусто. Тут слишком просто. Что-то здесь не так. Не нравится мне это место. Это не настоящее. Мне надо отсюда выйти. А как тогда? Я не думаю, надо выстроить сцену так, чтобы превзойти его ожидания, ведь как только он начал. Вы правы, надо это обдумать. Нужно еще немного данных. Ван Брэндон. Может, посмотрим, что у него там есть? Их комнаты. Так, пойдемте-ка. Вот тут вот. Так, Ван Брэндон. Вот она, комната Брэндона Вана. Я открою вам замок. Чтобы его узнать, симуляция должна проходить без помех. Брэндон, мне все не по себе от мысли сканирования.
Все вокруг ведут себя так храбро, улыбаются, будто ни о чем не жалеют. Помнишь, ты говорил, что можешь держать меня за руку во время сканирования? Если предложение еще в силе, я его с благодарностью принимаю. Если мы сделаем это вместе, то и головные боли потом будем переживать вместе. Говорят, что они продолжаются еще пару дней. Целую, Элис. Письмо от некой Элис. Они вместе были на сканировании, вы ее знаете? Он был близок с Костер. Когда бы не подумала, можно это как-то использовать. Посмотрите еще. Мило. Так. Акерс наконец-то согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гоей и Кри сегодня переехали на Тету. Акерс сказал, что еще немного задержится. Вот сумасшедший. Я горжусь своей работой, но черт возьми, тут все пошло наперекосяк с тех самых пор, как с поверхности перестали присылать запчасти. Мы с Элис прошли сканирование. Элис и Брэндон были вместе на сканировании. Надо запомнить, может, сможем это как-то использовать. Мы с Элис прошли сканирование для ковчега. Стромьер сказал мне, что головная боль будет чуть ли не смертельная. Вот козел. Сначала все было нормально, но через пару часов голова просто затрещала от боли. Но хуже всего это Чун. Она иногда так на меня смотрит, что прямо передергивает всего. Стромьер вышел из себя и запретил сканирование для проекта «Ковчег». Судя по всему, Конрад настолько поверил в непрерывность, что поджарил себя сразу после сканирования, прямо в кресле пилота. Что-то мне подсказывает, что скоро коды доступа сменятся. Мне только что рассказали, что группа Комореби отправляется на Дельту, чтобы забрать Акерса. Он живет там один уже несколько месяцев, даже не представляю, чем он там занимался. Так, что здесь у нас? Брэндон Ван. Так, здесь ничего интересного. Ух ты. Так. Fairchild Award. Брэндон, ты готов? Стромьер говорит, пора выходить. Я жду, пока Страски и Альваро соберут вещи. Спускайся вниз, встретимся там. Не задерживайся. Не волнуйся, скоро будем. Кажется, я слышал, как Элис говорит по интеркому с Брэндоном. Вроде они собирались уходить. Вы по интеркому слышали? Наверное, буфер передачи. Ждите. Отлично, нам это и нужно. Придумала Саймон. Я могу синтезировать голос Элис из интеркома и воспроизвести его в симуляции. Так мы заставим его выдать код. Отлично, это просто замечательно. Отлично вышло с интеркомом. Я и не знала, что вы можете анализировать данные. На что это похоже? Да просто само получается. Значит, получается само. Это очень интересно. Да, теперь все девушки мои. Можно типа такую сделать. Атмосферу его дома. Так, обязательно закрываем дверь. Значит, она будет с Брэндоном в симуляции. Вроде того. Говорить придется мне, но звучать и выглядит она будет как Элис. Элис, так. Ну, давайте лыжную базу. Что стало комнатой? Ты не этого ждал, да? Элис, где мы? Не волнуйся, ты в безопасности, только выслушай меня. Что? Что происходит? Новый код доступа, он мне нужен. Ты врешь. Ты не Элис. Что вы с ней сделали? Что здесь происходит? Зачем вы это делаете? Сколько раз мы это будем повторять? Ну же, Саймон, не опускайте руки. А почему нету еще одного? Не так все и плохо. Стромьер, только зря... то же самое.
О, это что вообще? Где мы? Добро пожаловать на ковчег. Не мы смогли? Я не думал, что будет вот так. Осталось одно. Ты о чем? Ты помнишь, на Тете поменяли код доступа? Да, блокировка от НИУ. Там вышла накладка. Срочно нужен этот код. Стоп, тут что-то не то. Ты не Элис? Да, блин. Я Элис, честно. Ты врешь, это обман. Мистер Ван, прошу, успокойтесь. Ну вы, сволочь, Элис сюда приплели. Уйдите. Успокойтесь, мне просто нужен код. Ничего я вам не скажу. Ай, блин. А в памяти что-то остается, он запоминает эти наши издевательства. Симуляция никогда не влияет на шаблон сканирования. Каждый раз все идет заново. Ну, это, наверное, хорошо. Отлично, хорошо, что ты в порядке. Элли, что стало со мной? Ничего, ничего. Процедура, наверное. Тебе кажется всякое. Почему ты так себя ведешь? Я? Это ты почему так себя ведешь? Не знаю, кто ты, но лучше проваливай. Не огорчайся, мне нужна твоя помощь. Черт возьми, это что? Что вы со мной сделали? Что вы сделали с Элис? Если она ранена, я вас убью. Да блин. Да, отдай ты нам код уже. Так, ладно. Сейчас, минуточку. Эта дверь была закрыта. Эта дверь была закрыта. Мне не нравится эта дверь. Так. Гай Конрад, Имоджин Рид, Луатин капсула, комната с книг, пляж, Версаль, пляж, лыжная база. А что еще есть? Наполненный водой стальной бак для сенсорной депривации. С креслом пилота дает знакомую обстановку, не является необходимой для проекта Ковчег. Выбранная проверка окружающей среды превосходна, данные изменения НИУ не использовать. Опа. Ага. Так. Так, вот, с комната сканирования Элис. Все то же самое. А вот не надо было его слушать. Ну что, я сам виноват. Насчет Строймьера. Он сказал, что ему срочно нужен новый код. Что ему передать? Все нормально, я с ним поговорю. Подожди, что он разве не говорил тебе расслабиться? Не волнуйся, я никому не скажу. Голова болит. Да ладно. 17:29 через 42, 12 через 407. Записала? Да, я поняла. Извините, мистер Ван. Брэндон. До свидания. О чем это вы? Стойте. О, все, мы узнали, что нужно. И мы тоже такие? В симуляции? Да, но это не так уж важно. Вы по-прежнему вы. Я не знаю точно, что делать с данными, решаете вы. Покойся в мире, Брэндон. Ладно, пойдем. Саймон, мы нашли, теперь можно идти к Данбет. Возвращайтесь. Главное, чтобы сейчас кто-нибудь не выскочил прям на лицо.
Кэтрин, а мы не могли просто извлечь код из данных Брэндона? Как-то жестоко было вот так его воскрешать. Нет, это невозможно, воспоминания так не действуют. Будем надеяться, оно того стоило. А, да, вот. Господи. Вспомнить жутко, что мы сделали с Брэндоном. Хуже даже, чем с роботом на Дельте. Это для благого дела. Все. Мне не нравится, что там дверь так открыта. Блин, тут окно разбито, ну ладно. Вот вы где. Прогреваете для нас Данбет. Он много месяцев был. Пыль собирал, так что... Ну вот и все, готово. Отправляемся и... странно, неважно. Что? Что мне нужно сделать? Отправляйтесь, док. О, боже мой. Подключите меня там, и я спущу нас в бездну. Вроде не так и сложно. Так, а где док? Это, скажите. Ой, боже мой. Так, наверное, сюда, скорее всего. А можно дверь закрыть? Что это? Что это? А, вон, смотрите-ка. Готов. Ой, я не могу, я не могу. Что ты не можешь? Кэтрин, это вы виноваты. Что такое? О, боже мой, что происходит? Я ничего не вижу. Так. Сюда надо, да? Приплыли. План Б. Так, надеюсь, сейчас никто не выйдет. Вау. Это где? Надеюсь, не здесь. Тихо, тихо, Саймон. Мы же всего лишь робот. Звуки, конечно, очень приятные. Опа. Все, тебе получше стало. Так. Кэтрин, что случилось? Давай, выкладывай. А, стойте, не может? О, нет. Ниу добралось до батискафа раньше нас, да? Оно говорило, вряд ли это хороший знак. Черт.
Слушайте, нельзя сейчас отступать. Должен быть другой способ. Подумайте, как вы это сделали. Как вообще команда спустила ковчег в бездну? Если они не пользовались Данбет, остается только вариант с подъемником на Омикроне. Это нечто вроде лифта, он, как говорят, опускается прямо в бездну. Ладно, значит, так и сделаем. Идем на Омикрон и садимся в лифт. Да, конечно. Отправимся на Омикрон и будем надеяться, что там есть для вас энергокостюм, чтобы вас не сплющило давлением в бездне. Звучит весьма интересно. Ну что ж, тогда вперед. Стойте, а что это тут? Похоже, тут много информации по ковчегу. Тут и прототипы, другие данные. Ладно, давайте начнем. Я хочу увидеть, как это работает. Может, мы сможем вычислить, как попасть на ковчег. Ага. А вы не знали, как нам туда попасть? Насколько это может быть... Что-то там. Так. О, боже мой. Так, кто это? Ого, как здорово. Тут вся команда. Фотография персонала. Для кого вы ее сохранили? Весь мир погиб. Спасибо, Саймон. Я раньше думала, что козлистость — современное свойство натуры. Теперь вижу, ошибалась. Козлистость. Слово такое. Так, ну, в принципе, мы здесь в более-менее безопасности. У нас тут получается план Б. Ну, наверное, мы продолжим это уже в другой части. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем спасибо, всем пока.